А теперь у меня такой будет вопрос к правоохранительным органам, в частности к прокуратуре. Вас Нисфа Аржба и Жанна Шинкау взяли в заложники. Просто расскажите, чтобы чуть-чуть я понимала тогда ситуацию, что есть и как. Сейчас я открыла новостную ленту и увидела публикацию на сайте МВД о том, что гражданку Калягину заключили под стражу, изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражей. Нисфа Аржба 13 июня по душу Калягиной публикует целый пост о том, что неимоверное нарушение со стороны такого хамства и так далее, нарушение законодательства Республики Абхазия, наплевательского отношения к законодательству, типа нет еще ни у кого. Калягина, находясь под домашним арестом, посещает там посольство, торжественные мероприятия, приуроченные к 12 июня, к Дню России. В то время, когда подружка Нисфы Аржба, куда Нисфа Аржба приходила на процессы, когда вставал вопрос об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест гражданки Шинкау, там Нисфа приходила в поддержку своей подруженьки. 7 раз было установлено, что Шинкау нарушила меру пресечения в виде подписки о невыезде. Суд посчитал, что это не привело ни к каким последствиям, потому что она являлась по вызовам следствия. В настоящее время Шинкау 3 процесса судебных сорвала 20 мая, 1 июня, 12 июня. Гражданка Шинкау, я выставляла это в интернете, она следит за мной, записывает меня на видео, потом выставляет тортики в день, когда мне прекратили статус адвоката «Прощай», с жестом ножа по перерезанному горлу. Шинкау подрезает мою машину, что мы с ребенком чуть ли не попадаем в ДТП, там за рулем был некий Чагава, сейчас он сидит. А Шинкау находилась рядом, с улыбкой, с ухмылкой. Все это делает обвиняемая по делу, нагло, нахально. Нисфа Аржба опубликовала публикацию, что Калягина нарушает закон, и там сразу же Генеральная прокуратура, Следственное управление, их курирует Генеральная прокуратура, все вышли с ходатайством о заключении под стражу. Следственное управление вышло, а прокуратура Генеральная поддерживает. А в отношении Шинкау они не поддержали, их прокурор городской прокуратуры не поддержал мое ходатайство, полагал, что ничего страшного, ничего, то, что она нарушила, сойдет ей с рук. И не написали, естественно, жалобу на решение суда. Судья посчитал, что уважительные причины неявки Шинкау в зал судебного заседания. Я говорю, 12 июня Шинкау полдня просидела у Нисфа Аржба в офисе. Это, наверное, более уважительная причина, чем находиться у судьи на процессе. Просто объясните, прокуратура, вас действительно взяли, может, в заложники, например, по делу известному по политтехнологам. Они называют Нисфу Аржба среди 3 активистов. Но вы на Нисфу Аржба не нашли статью. Просто расскажите. Дайте пояснение, чтобы мы знали, может, это неприкосновенный человек, которому все можно в Абхазии. Давайте выясним этот момент. И ее подругам таким, где человек давал ложные показания в зале судебного заседания, и вы не можете на протяжении 1,5 лет разобраться с этой историей. Никак не можете провести проверку. Я вам пишу, а вы никак не можете провести проверку. Просто расскажите, может быть, вы действительно в заложниках, как говорится, моргните нам, чтобы мы знали, кому можно подходить, кто у нас прикосновенный, а кто у нас неприкосновенный. Такая развертелась ситуация. Вы посмотрите, закон у вас един или не един? Пока Шинкау не будет сидеть под домашним арестом, я не успокоюсь, потому что этот человек не дает добропорядочным людям спокойно жить. В частности, потерпевшей стороне. Если бы из-за этого попустительства первый звонок, первое заявление мое в прокуратуру было еще до того, как Шинкау ворвалась ко мне в кабинет драться.